что, братва, всем привет! Очередной весенний выход по весеннему налиму, ребята, и сегодня я вверх. У нас кардинально все поменялось, похолодало, ночью до минуса. Ну и в общем, ребят, смотрите, река-то вышла из берегов, все-таки паводок есть, вода поднимается страшно, за пару дней поднялась около метра. В общем, иду наверх, есть одна из точек, скорее всего там есть возможность порыбачить. Ну а пока только вперед, ребят. В общем, тестирую новую лодку, и сегодня как раз и наезд, ребята, загрузка, что надо. Пила, раскладушка, печка, палатка. Так как ночью минус, уже в летней палатке не покайфуешь. Ну, какие-то снасти, рюкзаки, столики, даже взял брикеты. В общем, загрузка, ребят, хорошая. Так раскидался, так как неудобно было грузиться. Короче, места очень много, ребят, вообще. Зад еще вон свободен, пожалуйста, грузи. Не хочу. В общем, вперед, ребята. 2 часа дня, я на подъем. Ну что, братва, все, долетел прям с ветерком. Блин, вообще, что не ходить, я за минут 40, наверное, даже меньше долетел. Полгазика спокойно, не газую, экономлю топливо. Наслаждаюсь природой. В общем, ребят, знаменитая моя поляна. Вот именно по половодью, когда большая вода.
здесь я немножко обитаю. Ну, друзья, что могу сказать? Здесь кто-то был. И вообще недавно был. Вот две рогатульки стоят, поддонки. Да, вода, конечно, большая. Поднялась обычно. Вот возле кустов что-то там бываю. Рыбачу. Здесь яма крутит. И, в общем, ступень такая сейчас сильная. Не знаю, вот, в общем, если буду бросать, буду вытаскивать, как это будет, вот эту ступеньку пробивать. Ну, вот так в целом здесь костровище. Всю дорогу она здесь была. Кто-то, вот говорю, был. Банки из-под червей. Не знаю, какие-то рогатульки, что-то тут очень их много. Кто-то, короче, балдел, ребят. Здесь когда-то был стол у меня, потом спалили его. Ну и, в общем, вот здесь тоже уже начинает окружать. Ну и до леса здесь очень далеко. Через кустарники, через воду надо проходить. В общем, здесь всегда дров не было, потому что вот такой палисадник. Стандартная береза одна здесь стоит, я всегда сок ставлю. Ну и вот в общем в этом месте ставлю палатку. Здесь ровное место. 4×4, вот здесь она вообще четко встает. Всегда здесь стоит палатка. Ну, наверное, ребятки, здесь я остановлюсь. Вариантов нету. Так что будем здесь обитать. Зимовали косачики. Когда-то лунились. Значит, здесь не один. Какашек должно быть много. Ну что, мне все нравится, ребят. Мне все нравится. Ну, я так и сказал. Если одна, значит и вторая, а то и третья, и четвертая. Вот. Ну, пачка, значит, падала сюда. А, вон здесь. Все, ребят, в фекалиях, смотрите. Тут вообще труба. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Смотрите. Это все луночки, ребят. Что-то тесно, они тут падали. Стайка хорошая. Так что поживем здесь, скорее всего, ребятки. Я душе проезжал. На одном месте хотел остановиться, но там очень жестко. А здесь вот как-то так. Как-то так, ребята. Все, огонь. Ой, красота, ребятки. Блин, вот тоже, как его, эффект раскладушки, ребята. Не только зимой, да, вот как в палатке спать, допустим. Я частенько беру ее по фидеру. Вот сидишь, да, вот фидером, вот раскладушку поставил. Тут у тебя, в принципе, как и стол какой-то. Ну, прям туда вот поставил, и что-то вот сидишь. И также и вот по налиму, да, допустим. Вообще эффект раскладушки не только зимний. Его можно вот брать также в походы. И как бы я взял ее, чтобы спать в палатке. Так как земля очень промерзшая еще. Первый выход показал. Ну и вот, в общем, пока сейчас занимаюсь делами. Это как кресло. Сидишь, кайфуешь нормально. Я бывает даже ставлю возле берега, я ложусь и просто лежу, смотрю на звезды и слушаю, когда колокольчик зазвенит. В общем, по чаю, ребята. За прибытие. За прибытие. Блин, ну все круто. Долетел прям четко. Все, вот сейчас вот посмотрел с нагрузкой. Это уже такая серьезная нагрузка.
Ну, так, чтобы если посчитать, ребята, вот палатка, да, Алтай первый у меня 14 килограмм, бак бензина 25 полный, там пила, печка десятка, раскладушка 6 килограмм, ну, стол там, донки там, спальники, кухня, еда, ну, так, грубо говоря, под сотку-то наберется что-нибудь по мелочи, там, всякое разное, там, только, чтобы вы понимали, груза там 10 грузил, там, 1,5 килограмма, 2 килограмма, грубо говоря. Короче, нормально, ребят, по загрузке вообще четко. Я просто так разгрузил, ничего там не дельфинировал, ничего. Среди газика ползу 30-ку свою, и, блин. Огонь, вообще огонь. Сюда припарковался, ребят, там потому что кусты сразу и мелко, ну, то бишь бровка, она дальше. Я там даже мотором начал задевать. Спустился, ну пускай здесь будет стоять. Короче, ребят, новиночка у меня сразу же в эту лодочку. Когда я распаковывал вот эта площадка, я сразу сказал, ребят, нужен Нева коврик. Короче, он... Вчера его забрали, меня его привезли с Сыктывкара. И, короче, я даже не успел его поставить, просто взял сегодня с собой. Ну, думаю, что, время есть. Мы его установим, ребят. Сейчас я тут немножко помою. То, что наследил уже, находил. Находил. И поставим, друзья, ковричек. Померил полностью площадь. Заказал. Все сделали. Сейчас посмотрим, как получилось. Моется, в принципе, нормально. Все хорошо. Просто жалко мне пол. Да и приятнее будет самому. Сейчас сполоснем немножко его и постелим. Далеко ходить не надо было. У нас в Сыктывкаре есть компания, которая занимается коврами, лодками, санями. Короче, кстати, лодки также ребята делают из ПНД. Сани из ПНД. Короче, много всяких ништяков. Вездеходы. Компания Вездеход 11. Или сейчас переименовались Максиход. В общем, написал в компании. Ребята, говорю, сделайте коврик. Да, без проблем. Размеры скинул. Все, ребят, через 2 дня пишут. Андрей, готово, можешь забирать. Все. Пожалуйста. Сейчас установлю. Так, мусор, ребята, не выбрасываем. Вот, короче, такой, ребята, смотрите, сантиметр примерно. Сейчас, конечно, немножко закругленный он. Надо, чтобы он немножко выпрямился. Бац. Смотрите, ребят, четко в цвет. Сейчас он полежит, выпрямится. Мне нравится, ребята. Можно было чуть-чуть побольше, на 5 миллиметров по ширине, я имею в виду, чтобы он хопа туда сел плотненько. И тогда уже не надо было ничего выдумывать, ну, если будет скользить. А так, как бы я думаю, что и так нормально будет. Если на крайняк прям, то двухсторонку сделаю и нормально будет. Чуть-чуть надо было на полмиллиметра больше заказать, чтобы он жик плотничком. Ну все, ребят, смотрите, выпрямляется уже. Мне нравится. Короче, пацаны молодцы. Спасибо, ребятки. Быстро все сделали. Плюс землячки мои. Это очень приятно вдвойне. Ссылочку, ребят, оставлю на ребят. Кому что нужно. Там вообще, блин, чего только нету. От патрона, как говорится, до батона. Ну и еще до чего. Вся информация внизу. Там оставлю контакты. Кому надо, заходите. Блин. Делают четко. Бревнышки плывут, ребята. Дрова.
Хоть догоняй, чекируй, так как здесь дров, ребят, нету. Сами понимаете, до леса далеко. Здесь вот такой кустарник, как болотина. Ну и плюс она затоплена вокруг. Я какие-то года даже с той стороны намыты были, тоже сушины. Я их переправлял сюда, пилил потом. Ну, тут, конечно, есть немножко. Я плюс брикеты взял. Это на печку так, чисто ночью растопиться, потому что будет -2 сегодня. Но я потом вспомнил, что зимы там напилено, ребята, у меня на берегу лежат. Проезжал, сейчас вроде есть. Съезжу сейчас, заберу дровишки сюда, привезу. Уже напиленный, только кали. Костерок нужен, ребята. Это все-таки с костерком повеселее, дымочек. Все равно тайга. Весна, зверь сейчас дурной, ходит, бродит. Так что съездим за дровами туда. Опа. Опачки, степочки. Ну что, с ковриком-то, ребят, поприятней. Березки скоро упадут. Они уже упали практически. Сейчас если намоют, то все. Вон дровишки, ребятки, видите? Здесь когда-то тоже обитали. Вода сейчас как раз подняла, удобно забрать. Раз, два, три, 4, 5. Ну тут на ночь мне вообще вполне хватит. Сейчас только вылезти надо. Ну что, ребята, нормал, красавчик. Кто красавчик? Андрей Викторович. 4 часа. 4 часа, друзья. А я уже дела сделал, грубо говоря. Ну что, дрова, в принципе, напилены. Так что я просто переживал, что думаю, надо будет где-то путь здесь искать дрова. Так думал, что здесь дров не будет. Ну, все равно куда-нибудь сплавал бы, пильнул бы, загрузился так же бы. Просто плыву, вспомнил, что там лежат. Думаю, что они там будут лежать. Вот. Сейчас что, монотонно. Блин, ничего попить не взял такого. Хотя бы надо было какой-нибудь сок взять или минералку. Придется чаем давиться. Вроде и прохладненько, 9 градусов всего, друзья. Ветерок прохладный такой. А все равно шевелишься и жарковато. Хорошо взял флиску и бушлат. Ночью бушлат одену. А сейчас флисочку одел, как бы нормально. Ну, на реке вот прохладненько. Потом поставим доночки, зарядим. Сейчас как раз 4 часа. Вот к 5 уже начну закидывать. Потом постепенно палаточку. И вот так все монотонно, друзья. К вечеру мы подойдем. Ва! Четко. Попробуем здесь, не знаю. Здесь по половодью, в принципе, налим радовал. Ну, по 5 тоже штучно. 3-4 тут как бы так. 2-3. Не знаю, посмотрим. Ну, вода, блин, вообще здоровая, конечно. Обычно вот там я бегал, ну, это по половодью. А тут вот видно прям, сейчас массово так пик. Ну, тут то, что вот подкручивает, друзья, вот тут как бы, ну, вот, может, что-то это сыграет. Потому что, когда там был на прямотоке таком, что донки просто сносило. Ну, здесь тоже будет сносить. Понятно, будет грязь, трава.
забивать все будет. Посмотрим. Все же не на диване, ребята, обалдеть. Хотя бы так. Ну, скорее всего, весновки быть, друзья, так как половодье. Там просто озеро еще во льду. Скорее всего, по традиции 9 мая будем там. Ну, не будем загадывать. Пока ничего не могу сказать. Ладно, чайку пьем. Че, рогатки уже готовы. Побросаем доночки. Так, ну что, начнем, ребятки, по тихой грусти. Доночки я переделал. Все, после той рыбалки перервался, блин. Сейчас все новенькое. Поводочки, все новенькое, короче. Все шикарно. Ну вот, наверное, отсюда как-то начнем. Как-то отсюда, друзья, начнем. Тут еще снег лежал. Земля промерзшая. Земля промерзшая. Та-та-ра-та-ра-та. Так, ну здесь метров 15 начну. И к яме, наверное, до 10 метров, в общем. Ну, такой стандарт. Раз. Два. Три. Опа, кустик вот этот будет мешать, надо срезать его будет ночью. Может потом неприятно быть. Так, 15 метров, друзья, отмотал. Здесь у меня донка с одним поводочком. Червь дендробена. Червяк дендробена. В принципе, уже буду ставить по 2. Так как уже может быть поклевка. Посмотрим. Здесь точно знаю, зацепов нету, ребят. Чисто эта обровка, которая затоплена, она может мешать будет, когда будем вытаскивать. Опа. Здесь мелко. Вот упала. Может 1-2 метра там. Сейчас в данный момент. Но там сама яма дальше. 14 метров донка. Полетели. «13 метров, друзья, вперед. Залетает на 12 метров. Чуть-чуть не набросил. Ну да ладно, ничего страшного. Ну что, друзья, 9 доночек как с куста. Начал с мелика, 15 метров, потом каждую на метр укорачивал. Вышел на 11. И здесь в яму, друзья, опять же удлинился. Это 15, а эту прям 17 туда. Прям в яму бросил, не знаю. Будет метр травы, понятное дело, но по половодью я здесь каждый год, и вот так как-то у меня работало. Самое интересное, что вот там на меликах, на последних вот тех донах, точнее, которые я их только начинал ставить, первые, там в прошлом году в это время, ну, по половодью попадались ельцы на донки.
Возможно, в этом году то же самое. Ловил езя вот в такое время, ребята, когда вот прям половодье. Не знаю, посмотрим. В этом году все по-другому, все по-дурацкому. Будем посмотреть. 9 девочек закинул. В принципе, нормально. Вот люблю вот такие места, вот сухие, ребят, с травой, как бы. Тут все ровненько, сухо. Когда открывался в коряжниках, там немножко неудобно. Кулик болотный. Так, ну что, в принципе, нормал. Поставим палаточку потихоньку. Можно что-нибудь перекусить. Сегодня взял так все домашнего в контейнерах, там салатики. Перекусим. Так, ну что, сегодня, друзья, взял боевую подругу свою. Палатка Алтай, первая двухслойная. Блин, эта палатка, ребят, просто здесь в ней прожито, но я вам скажу, очень много. Прям целая история с этой палаткой. И в минус 27, и летом, осенью, весной, ребята, она была со мной. До сих пор она в вооружении. Ее и ломало, у меня ее уносило ветром. Что только с ней не было, ребята. Она уже вся такая у меня выцвела вся, бедолага. Вот была вот такого цвета, а стала, видите, вот такого. Ну, для одного вообще четко. И с печкой, и с москиткой. Короче, боевая подруга. Так, вход куда сделаем? Туда сделаем. Опа. Раз, друзья. И готово. 3 секунды. Ну что, друзья, вот такая палаточка. Блин, в одного кайф. Вообще, есть полы тоже летние. В принципе, можно застегивать. Но я буду на раскладушке, так что нормально. Сегодня будет ночью холодно. Так, как обычно, под утро кимарнуть. Нормально. Ну и пускай немножко подышит. После зимы лежала в гараже. Пускай немножко подышит палаточка. Огонь. Наверное, быстро, ребята, пробегусь, посмотрю, как тут с травой. Зацепов не должно быть, место знакомое, но посмотрю, как трава вообще. Может, какую-то донку я укорочу или наоборот удлиню. Посмотрим, как тащит вообще. Часик-то уже постояли, наверное. Ну да, что, пока. Часик уже постояли. 5 минут 6. Надо перезабросить и поужинать. А дрова вот так выгрузил, не таскал. Буду ходить проверять. Чурку зацепил, отнес. Ну, нормально стащила, ребятки, смотрю. Местами-то. Ох, ласточка, ребят, стоит. Блин, пушка. Лодка, конечно, огонь. Мне очень нравится.
Ну вон что, кто-то хомячит, ребята. Кто-то хомячит. Все-таки мелочь какая-то гуляет. Вот тут по еле нижней. Блин, грязи много. Так, друзья, ну что? Ну, в принципе, для часа пойдет. Ямка нормально. Все понравилось, как стало. Там вот эти как раз, которые Донки говорил в конце, там немножко пожамкано. Ну, а в яме тишина. Черви целые. Ну, это и понятно. Глубоко, вода холодная. Мелочь. На более мелководье выходит. Греться уже на солнышке. Ну, мы ждем налима, ребят. Наше время еще не вышло. В 6 часов, точнее половина, в 6 часов начинаем активно перезабрасывать. Вечерний выход. Ну а потом уже сумерки и будем ждать. Давайте похаваем. Так. Что у нас, друзья, сегодня? Это пока в сторону. Есть у нас колбаска сальце. Сегодня вот так прям поднарезано. Есть у нас салатик. Салатик. Блин, руки вроде помыл. С прошлой рыбалки брал, ребята. Так и ввожу, катается. Сегодня надо бахнуть за открытие, мне кажется. Что-то настроение у меня сегодня хорошее. Прям можно. Ну, в общем, взял мяско. Вот так, шашлык это немножко с кашкой гречневой. Под вечер поджарю. Чернявенький. Вот сейчас можно перекусить. Что-то 6 часов поужинаем. Так, чисто перекусим. Опа! Отлично. Рюмейку сейчас достану. Рюмейку. Так, что тут у нас? Вилки, ложки. Вот такая кухня, ребята, у меня здесь. Всяко разно. Прибраться надо. Опа. Так, ну рюмок у меня много, друзья. Так что давайте подтягивайтесь. Кто поближе. Я сейчас возле поселка Исанево, недалеко. Давайте, заезжайте. Коньяк российский, 5-звездочный. В прошлый раз брал его, а настроения вообще не было. А сегодня вот прям настроение четкое, ребята. Прям не знаю. Сейчас 2 дня дожди были. Сегодня хорошая погода. Завтра к обеду опять дождь. Я вот, короче, все порешал сразу и, короче, погнал. Потому что я понимаю, что 25 капель, не больше. Рюмка 30, наливаем 25. Потом дожди. И как бы понятно, что ну, в дождь можно тоже, как бы палатка есть, правильно. Но это уже не тот кайф. Когда вот так сидишь, ребята. Солнышко, ну совсем по-другому, правильно. Дай бог, звоночек услышим здесь. Должно местечко порадовать. Хотя бы парочку взять, будет нормально. Нам больше-то и не надо. Сейчас уже такие рыбалки. Как будто звончик был, ребят. Короче, ладно, хорош базарик. Давайте, ваше здоровье, родные. За открытие сезона. Дай бог, чтобы в этом году были четкие рыбалки. Скоро охота, всех тоже мужиков. Понимаю, у всех зудит. Понятно, у кого-то уже открытие, уже закрытие, а у нас-то понятно, ребят, у нас еще все поэтапно будет. В моем районе 1-го, чуть севернее 5-го, и там вплоть до конца мая там открытие, допустим, там ближе к Воркуте. Там-то что, еще снега лежат. Так что вот как-то так. Будем живы, как говорится, не помрем. Давайте. Такой весенний салат, друзья. Огурчик, капусточка.
Горошек, лучок. Ну, масла немножко. Алена Сергеевна мне сегодня упаковала. Так-то я как бы этот сам собираюсь. Ну, я имею в виду по кухне. В магазин зашел, что-то бам-бам-бам. Бывает что-то охота вкусненького поесть там, допустим. Ну, я имею в виду там картошкой жареной. Я думаю, и на рыбалке, короче, сделаю. А сегодня вот приехал. Алена Сергеевна меня упаковала. Я его все понял. Вот оно как-то так, ребята. Так, друзья, пока светло, хотел сделать небольшой обзорчик. Много вопросов по фонарям. Андрюха, какие фонари используешь? Ребят, я уже 3 или 4 года сижу на Арматеке. Вот этот парень, это у меня второй уже, один я утопил. Тупо хотел посветить в лунку, короче. И нечаянно его бальк и уронил. Это уже второй у меня. Визорс C2 Pro. Блин, не знаю, ребят, я переменял кучу китайских фонариков налобных. Вот именно по налиму нужен хороший свет, потому что рыбалка ночью. И ну и тем более я снимаю, обязательно нужен более-менее освещение, чтобы хотя бы что-то видно было. Фонарь, ребята, крутой, просто я не нарадуюсь. Вообще, без всяких нареканий. Магнитная зарядка. Куча режимов, ребята. Не знаю, турборежим. Понятное дело, что можно высадить его за 2 часа на турборежиме. Но я включаю средний, и в целом мне хватает на 2-3 рыбалки без подзарядки. Магнитная зарядка, друзья. Батареечка здесь. Сейчас откручу. Вот такая, кстати, батарейка, ребята, ну, оригинальная. У них свои батарейки. 3500, ребят, мах. Вот такая батареечка. Фонарик водонепроницаемый, то бишь можно даже, кто вот подводной охотой занимается, до 10 метров погружения, ребята, фонарь работает. Ну и также противоударный. В общем, на этом фонаре, ребята, я стою и балдею. Ну, у ребят вышли новиночки. И сегодня как раз, друзья, у меня на обзоре 2 фонаря. Именно от Арматека. Вышла новиночка уже, в принципе, давно. Но вот у меня появились, ребята, 2 фонарика. Я взял собрата Vizor C2 Pro Max. То бишь, этот будет брат намного меньше. Ну, и по мощности, и по объему чуть-чуть меньше. Это чуть-чуть больше. Ну, соответственно, этот, ребята, в 2 раза мощнее, чем вот этот фонарь. Здесь уже 2 турборежима. 3720 люменс, друзья. Производитель указывает 113 метров. И вот на турборежиме, на втором максимум за 2 часа он будет светить на турборежиме. Также указаны вот крепежи, налобная. Здесь такая идет шпилька. Кстати, здесь на этом тоже, но она у меня дома. Можно цеплять его на пояс или какой-то карман. Магнитная зарядка, ребят, вот эта попка, она прилипается к любому металлу. Ну и, ребят, заказал тактический фонарь Viking Pro. Здесь уже, ребятки, 284 метра. Это вот именно бывает, что надо что-то посветить на том берегу, жерлицы. И в оконцове, ребятки, захотела себе тоже такую систему. Также, друзья, здесь идут крепежи. Вот, допустим, вот этот тактический можно вешать на подствольник, ну, то бишь на ружье. Также сумочка на пояс. Здесь, друзья, пару крепежей. Можно использовать его, крепить на руль велосипеда, там, скутера. Соответственно, давайте распакуем, друзья. Посмотрим. Я реально не скрывал. Он еще абсолютно новый. Так как приезжает ко мне много людей, и пацанов бывает, и вообще фонаря нету, или есть какой-то слабенький. Соответственно, для гайдинга в этом году хочу заниматься, приглашать в гости людей, гостей, и чтобы у меня в запасе был именно
были фонари. Международная гарантия, ребята, все прописано. Кстати, у Арматека гарантия, друзья, 10 лет. Представляете? Мне кажется, ни один производитель не дает такую гарантию. Понятно, что фонарики не из дешевых, но, друзья, поверьте мне, когда я менял в течение сезона 3-4 китайских фонаря, и когда они именно подводят тебя в лесу, в тайге, то это не есть хорошо. И освещение, ребята, в тайге бывает мне настолько важно, что, ну, я прям не знаю, как вам ответить. Так, ну, гарантики, ребята, документы. В общем, вот такая коробочка. Ну и понеслась. Соответственно, друзья, точно такой же ремешок резинчатый. Здесь вот такая резиночка идет. Соответственно, здесь то же самое она была, ребята, чтобы фонарик так нечаянно не улетел. Он надевается, резинкой крепится. Так. Резинка под батарею. И вот именно вот это у нас клипса, которая крепится на фонарик. И можно использовать именно вот как застежку. Ну, я имею в виду вот на карман. Не налобным креплением вот этим пользоваться, а именно вот просто сюда застегнули и погнали. Так, тут две резиночки. Вот, крепление, ребят, на руль, смотрите, затягивается. И также вот резиночка, чтобы можно было застегнуть, чтобы не улетел никуда. Так, что-то тут еще. Тут еще какие-то, ребят, есть штучки. А, это вот под резиночка, наверное, под руль, чтобы не натирало. Видите, ребят, все предусмотрено. Двухсторонний скотч. Так, магнитная зарядка. Вот она так выглядит. Кстати, здесь она освещается. Ну, этот сюда не подойдет. Ну и давайте достанем, ребята, с самого головастика и сравним. Бабам! Ну да, ребят, смотрите. Бродяга реально больше. Так, откручиваем. Откручиваем. Так. Вот такая, друзья, батарея. 5000 мах, понимаете? Там 3,5. Здесь 5000. Представляете? 5000 миллиампер. Очуметь. Это вроде, друзья, подставка. Вставлять вот такую меньшую батарею сюда. Я уже не помню. Смотрел, конечно, обзоры. Но у меня вот такой обзорчик будет небольшой. Так, у меня здесь резиночки есть, друзья. Все. Так, мы его закручиваем. Кстати, фонари, ребята, в рабочем режиме они работают не до закрученного, чтобы фонарь не включили там где-то нечаянно. Полностью вот мы закрутили его. Все. Ой-ой-ой. Ребят, реально прям ослепляет. Я не знаю, это будем смотреть ночью, конечно. Вот, турборежим. Тут даже можно, скорее всего, прикуриться от этого турборежима, потому что реально он мощный. Вот такая магнитная зарядка. Также его можно прилепить. Зарядка, кстати, с индикатором. Блин, ослепило, ребята, аж не вижу. Здесь красный свет. Вот тут они светятся. И зеленый. Красный, когда заряжается. Зеленый, это полностью зарядился фонарь у нас. Ну вот, ребят, посмотрим ночью. Кстати, режим с памятью. То бишь нам не надо постоянно тыкать. То бишь мы вот подобрали себе режим. Допустим, вот такой, да. Раз нажали, мы его выключили. Раз нажали, он в таком же режиме стоит. Другой режим подобрали. Выключили. Включили. Он запоминает, короче. Блин, ну вообще бомба, ребята. Так, ладно. Пока в сторону. Сейчас посмотрим, ребята, что состоит у нас, из чего состоит у нас тактический фонарь. Все грамотно, вот такие коробочки.
Ну, здесь, наверное, ребята, вообще песня. Так, опять же пошли доки. Так, это у нас вот ремешочек, вот именно вот под это, да? Вот такой ремешочек, все понятно. Так, также, друзья, идет такая же клипса. Опять же магнитная зарядка. Ну, смотрите, она уже немножко другая, видите? То бишь, если у нас два фонаря берем в тайгу, то, соответственно, под тактически уже берем свою зарядочку. Вот на такой кнопке. И на липучке, и на кнопке, ребят. Представляете, как четко сделано. Такой чехольчик. Вот такой, ребята, проняга. Так, давайте открутим. Опа. Так, ну вот как раз, ребята, здесь батарея идет именно вот как от собрата 3,5 мах. Также фонарики, ребята, противоударные, водонепроницаемые до 10 метров. То бишь для подводной охоты можно даже использовать такие фонари. Полностью закручиваем. Есть. Ой, ой, ребята, я прям не вижу. Ну, сейчас понятно, днем мы ничего тут не увидим. Короче, будем разбираться, ребята, ночью. Ночью я вам покажу, как они слупят, как они светят. Вот такой, ребята, парень. Так, здесь еще какая-то резиночка. Что-то куда-то она одевается. Вот такие фонари, друзья. Я уже всех знакомых, друзья, пересадил именно на Арматек. Парни довольны. В натуре, говорит, Андрюха, да, потратиться один раз, друзья, и забыть. Вот реально забыть. 10 лет гарантии. Но это уже о чем-то говорит, наверное. По традиции, ребята, стараюсь выбивать промокоды. По промокоду Дрюня на любой фонарь, ребята, у Арматека будет 15% скидка. Ссылочку оставлю в описании. Если кто-то задумывается, или кто-то хочет поменять, или кто-то хочет улучшить фонарь, то, мне кажется, ребята, стоит задуматься. В общем, все внизу. Залетайте, смотрите. Восемь вечера, ребятки. Тишина. Тишина. Долгожданный, ребята, дзын. Дзын. Ждешь его? Вот на Лемятнике, наверное, понимают. Ну, сейчас мало кто такой рыбалкой занимается, конечно. Ну, долгожданный дзын. Он прям такой первый.
когда приезжаешь в новое место, там еще ни разу тут не рыбачил, допустим, или первый раз по сезону, это прям очень, как бы, знаете, такая тема. Ну, как будто ты не веришь, что такая вода, грязь, куда там, какая рыбалка. Ну, налим, ребята, клюет по такой воде. Блин, круто. Ветерок успокоился. Пойду перезаброшусь. Сейчас надо, ребята, вот почаще все это делать. Ждем. А вот, ребята, и первенький малыш. Ну, тут такая трава. В общем, смотрите, яма сработала. Первенький карапуз попался. Тут прям возле лагеря. Я эту донку далеко закинул в яму. Думаю, ладно, я просто здесь, ребят, немножко понятия имею. Соответственно, как бы что-то с годами уже здесь опыт есть. Здесь крутит. Вон, видите, сколько травы выгребаю. И вот первый есть засранец. О, какой жирный, наевшийся, а. Заглотил. Опа. Блин, ни хрена, ребят, смотрите, какого пуза. Не крупный. Такой толстячок. Ну вот, с починком. Вот, ребята, лагерь сидел. Ну, непонятно же, что звенело. Здесь просто крутит и... Ну, в ямке, короче, они есть. Блин, наедый такой. Чего там нахавал-то, интересно. Короче, в садочек, блин, вон, правда, жабры уже потекли. А там поглядим. Пошла, ребят, вальшипильная тяга. Фыркают. Ну и утки тоже на перелете. Вечерняя зорька. Короче, вот оттуда достал, друзья. Смотрите. Вот оттуда. Тут, видите, крутит. И донка стоит нормально. Короче, 4-5 метров. Плюс-минус. Посмотрим. Так, ну вот, от нуля ушли. Не знаю, когда он хапнул. Тупо не звенело. Просто с такой травой там даже непонятно. Ну вот, смотрю, звездочки. Луна, ребят, растущая. Кстати, как определить, растущая или убывающая? Ну, есть же такое понимание, правильно? Луна растущая, убывающая, полнолуние, рыба не клюет. А все очень просто, ребята. Это научил меня дед. И вот если сейчас на камеру видно, конечно, камера-то слабенькая, экшен. Просто прикладываем палочку, то бишь палец, да? И у нас получается в данный момент буква R. То бишь поворот вот туда. Значит, у нас растущая. А если в другую сторону палочку уберу, ставим, получается буква У. Значит, убывающая. Вот и все. Так что такой лайфхак, ребят, кто не знал, пользуйтесь на здоровье. Так, ребята, вот теперь явная поклевка. Вот.
какая. Вот это, ребят. Смотрю, что делает. О. Вот это наш уже, ребята, пациент. Вот это наш уже пациент. В прошлом году, кстати, в этом месте как раз работала вот именно эта точка. Заглотил. Ну тут уже явно что. Такой пойдет. Хорошо заглотил, ребята. Прям очень хорошо. Сижу, балдею. Чаек налил. Слышу звоночек. Тут раз так же из-под куста почему-то вот эта донка работала. Охрененно. Вышли бродяги. Опа. Вот такой, ребят. Пойдет. Не крупный, но уже жаренок. Уже едовой. Ну вот. Первая такая поклевка, которая звенела прям. Блин, и вот эти кусты опять. Что-то как-то интересно, блин. Видать, там что-то какая-то бровочка, что ли. Классика жанра. На нижний поводок. Кстати, когда трава, друзья, вот верхний поводок забивает травой, а дальше трава не спускается из-за первого поводка. Нижний как бы более-менее чистый остается. Нормально. Сходил, ребят, только выгрузил налима в садочек. Где-то дальняя донка тоже опять звонок вроде. Похолодало. Так, у нас на эту поклевка была. Пойду те проверю. Надо вообще перезабросить все, по сути. 9 часов, ребят, поклевка. Походу, ребят, на это звенел. А у тебя есть мечта? Тут еще дозванивается до меня, блин. О, не крупный. На мелике хапнул. Давай, брат. Давай за дедом. Иди, расти. Давай, давай. Спасибо за поклевку. Иди, иди. Домой. Змеюка. Вот такие плавают. Пошел. Такой вальяжный, недовольный. Пошел. Ну что, ребятки, потихоньку расклевывается. Сейчас почистил все доночки. Самая последняя, самый меляк хапнул, самая длинная. Так, время у нас 40:10, в общем, вот в 9 сразу вот так что-то. Какая-то активность. Что у нас, 3 шнурка, ну 3 налимяхи. Один более-менее, там под килограмм, наверное, вот этот пойдет.
Этот сейчас слабенько засекся. Домой отправил. Такой недовольный. Ну и тот как бы заглот, не знаю, выживет, не выживет. Ну классно, что. Прохладно, ребят, 0, наверное. То может уже -1. Балдею. Когда клюет, тогда клюет, ребят. Сорвал палец здесь за леску. Теперь плохо забрасывать, больно. Нормально. Там кто-то дозвонился даже до меня. Там получается связь пробивает. Здесь вообще не ловит. Связи нету. Нормально. Ждем, ребята. Плотно до 11 работаем. Я всегда так делаю. Потом уже поужинать. 5-10. Нормально. Короче, ребята, опять где-то удар был. Прям жестко. Но это, возможно, мусор. Какая-нибудь трава зацепилась. Палка. Где-то в этом районе. Хорошо позвенело. Секунду 2-3. Блин. На улице мороз, ребята. На реке прохладно. Нашел, ребята, я поклевку. Вот на эту доночку была сход. Он повисел. Нормально повисел. Потому что непрерывно 3 секунды колокольчик лупил. И вот он выплюнул. Сошел. Вот на этот крючочек. Вот как-то так. Значит, вот на эту хапал. Вот и середина сработала. Гуляют, короче, налимчики. Ну, еще бы пару килограммовчиков хапнуть. И было бы нормально. Нам больше и не надо. Так-то по сути. Нам хватит на жарежку. Покушать. Опа. Есть контакт. Какая-то ветка, ребята. Что-то какая-то ветка херачит, блин. Ах, еле тащу прям. Или бревно какое-то, блин, идет. А, вот, тут еще и налим, ребята. Ветка и налим. Хрена себе. Дали такую тему. Вот так вот. Вот, наверное, тут тоже клювало. Хрена дерево. Намотало. Вот так вот весной бывает. Ну что, еще один, ребятки, попался. В заглоте, блин, капитальном. Надо ходить смотреть донки. Их тут натягивает вот так. Непонятно потом, есть поклевка, нет поклевки. Захавал-то, брат, капитально. Пузатики, блин. Нормал. Централ. Ладно, отдыхай здесь пока. Блин, ветка такая здоровенная. Еле выпер, блин. Ну что, сучок. Ну вот, ребята, так и носимся. 10:30. Сидим, блюдим.
Нормально. Ну уже как-то так, что-то похоже на рыбалку, на клев налима. Ну надо ходить, ребят, смотреть. Трава, грязь, елки вон плывут. Где-то дзыкнул, надо ходить смотреть потом. Вот так вот. Нормально, ждем. Еще полчаса. Потом можно что-нибудь перекусить, приготовить. А так-то рыбалка может и всю ночь быть. Под утро тоже выходы есть. Просто темно. Нормально. Достал, ребята, фонарь с собрата. Посмотрите, как он лупит. Здесь теплый свет. Свет совсем другой. Короче, вот так, ребятки, освещает. Смотрите. Просто вышка. Смотрите, ребята, просто все видать. Очуметь. Вот такой фонарик. Вот режимы. Ну это, конечно, для налобного фонаря, мне кажется, это сумасшедший просто. Охренеть. Просто видно. Ну, вон, смотрите, я не знаю, на камеру не видно, ребят, я тот берег спокойно вижу. Вот это он пойдет, конечно. Вот это освещение. Да, круто. Сейчас попробую тактический. Так, а теперь, ребята, смотрим тактический. Опа. Ну да. Тоже вышак. Такой четкий луч. Ну да, друзья, смотрите, я тут берег спокойно, просто спокойно вижу. Охренеть. Блин, ну это, конечно, пушка. Просто пушка. Смотрите, вот спокойно можно смотреть на ту сторону. Ну да, тут все 300 метров, конечно, здесь. Вот вижу, балан плывет. Пробивает, конечно, вон, дай бог. Блин, супер. Просто супер. Вот спокойно все видно. На камеру-то понятно, ребят, не передам все это я дело. Ну вот, пожалуйста. Вот реально вижу ту сторону спокойно, просто спокойно вижу. Красота. Сейчас, ребята, затопим. Брикетиками. Три брикета, мне кажется, вполне достаточно будет. Ну вот, печурка пошла, ребята. Вот такой мороз. Изморозь такая. Сейчас потекет, согреется. Тишина, друзья. Выход был с 9 до 11. Сейчас пока тихо. Сейчас покушаем. Сходим, проверим. Посидим, еще проверим. Тут смотришь, уже час-два.
В 3 часа рассвет у нас начинает. Там уже можно отдыхать. Пару часиков поваляться. Зато тепло. Сегодня, ребята, еще взял новый спальник. Тут экстрим. Минус 22, комфорт минус 2. В общем, можно было спать на улице в нем. Никакой палатки не нужно. Взял, хочу просто так посмотреть, как он в нем. Буду балдеть, разложиться. Блин, в палатке кайф, ребята. На улице, да. Сейчас возле костра, конечно, сидеть-то то еще удовольствие. А тут у нас сковородочка. Красота. Тепло. Вкусно сейчас будет. Тут, кстати, как раз мясо со специями уже маринованное. Нежненькая филюшка. Сейчас поджарим ее. Уже со специями все уже. Только жарить. И чисто мясо. Рубанем, ребята. Что-то вообще аппетита нет в последнее время у меня. Не знаю. Неохота, ничего, что-то такого. Весна, наверное, ребят. Скорее всего, весна. А время-то уже 12 часов. Время летит незаметно, блин. Вот. На гарнир просто хотел гречку, да. Не лезет, неохота. Чисто так. Икру, говорит, кушаем ложками, блин. Ну, в принципе, все, ребятки. Ужин мой готов. Ужин мой готов. Салатик еще у нас тут есть. Свеженький. Захочу, добавки положу. В принципе, можно прикрыть. Ну что, ребята, поздний ужин, 12 часов ночи. Или ранний обед, как там назовем. Да, не зря взял, ребят, палатку с печкой. На улице реально дубень. Ну, как дубень, сами видите, днем солнышко так, мухи летают. А тут бац, и все замерзает. Вот такие утренники. Они у нас долго будут продолжаться. До мая. Так что это нормальная погода. Давайте еще 25, ребята, на сон грядущий. Сейчас пройдусь, наверное. Полежу, поваляюсь. В телефоне там книга у меня есть. Там, ну, короче, там. Возможно, еще выйду. Ну, выйду по-любому. Перезаброшусь. А там уже ближе к рассвету. Не знаю. Привык, ребят, вот так с ночевкой отдыхать, спать 2-3 часа. Ну, под утро я засыпаю. Потом встаю спокойно, собираюсь. И уже нормально себя чувствую. Так что давайте за рыбалку. Налив вышел с 9 до 11. Поклевочки были. Так что, в принципе, нормально. Рыбалка состоялась уже. Возможно, что-нибудь еще поймаем.
пойдет. Засранец, ребята. Мелкий. Какой вообще забияк. Я думал, вы весной не клюете. А вы клюете. А заглотил-то как самый настоящий. На, дай. Давай, иди деда зови к утру. Мелкий сопляк. Вообще мелкий. Ходят, гуляют, значит. И мелочь тоже. Мелкие на лемяшка. Вот они, наверное, уже жамкают тоже. Нет. Вот это спальник, я понимаю. О, просто пушка. Это спальничек. Как спальничек. Заблудиться можно. О. Короче, ребят, что проверил. Такой пацан попался. Блин, спальник, ребята. Вот это я уже понимаю. Спальник так спальник. Просто 95 ширина, блин. Вот это вот то, что нужно было. Давно уже хотел. Разделся полностью. Буду отдыхать как человек. Носочки сушить повесил. Ну, что могу сказать. С 9 до 11, друзья, выходил. После 11, вот сейчас первый час. Тишина. Но опять же, травы очень много. Надо ходить, работать. В целом. Сегодня что-то замаялся, устал. Да и холодно. Будем отдыхать, ребята. В общем, не знаю. Пока полежу, почитаю. Если прям, как вот тот налим будет долбить, прям в шортах выскочу. Без проблем. Но если так, то выходить не буду уже. К утру, наверное, все равно выйдет, какие-то проходные будут. Не знаю, найдет, не найдет поводок. Ну, короче, покушал и все, заморило меня. Тепло, тем более печка. Свои, короче, капризы, свои нюансы. Так бы сидишь возле костерка, все равно как бы ты крепишься. А здесь уже печка, она уже соблазняет. Тем более раскладушка есть. Но нормально. С 2 часов, грубо говоря, я на воде. Вот 12 часов уже что. Все равно, конечно, подустал. Так что давайте, ребят, до утра. А там поглядим. Все.
Доброе утро, ребята. Время 4:30. Солнышко только встало. Такуют косачи. Ну я просто, друзья, решил просто вылезти с теплого спальника и посмотреть на эту красоту. Вы понимаете, ребята, вот кто-то так просыпается, нет, вообще вот так. Понятное дело, просыпается, но большинство людей-то не понимает вот этого кайфа. Блин, солнце, ребята. Хороший заморозочек был. У меня даже запруду заморозило, где налимы в садке. Летают утки. Косачи вот здесь прям такое. Здорово. Понятное дело, что рано, друзья. Я даже сейчас дергаться не буду, потому что все заморожено. Пускай на солнышке оттаивает. Обратно в спальник. Так, вышел посмотреть, может, донышки какие-то качаются. Вода, конечно, ребята, страшное дело, прибывает. Очень сильно. Порядком так. За ночь просто нормально так добавилось. Вода прибывает и прибывает. Вот эта донка, друзья, что-то немножко поддергивается. Надо ее посмотреть, наверное. Там что-то тоже двинкнуло. Ребята. Короче, прям в шортах буду проверять. Напротив солнца, правда. Опачки. Опачки, ребята. Как я вам и сказал. Это брат елец, смотрите. Да, это елец, толстый елец. Вот они, ребята, вчера тут и выделывались. Ельчики. Такой пойдет, заберем на зарево. Тут что у нас звенит? Опа. Еще один, ребята. Смотрите, какие ельцы. Второй. Видать, черви пообглодались, ребята, и они, да, какие-то прозрачные, такие белые. Да так я и сказал вчера, ребят, что елец может быть. Вот и пожалуйста. Нормальный елец. Вот таких зимой таскать одно удовольствие. Во, как здорово, ребята. С добрым утром. И вот две донки, смотрю, что-то так они дергаются. Но ельцы такие классные, четкие, здоровые. Вот я вчера и говорил, друзья, что вот может быть так и получилось. Здесь вот постоянно по весне вот так. В других местах сколько пробовал, нифига. А вот здесь почему-то вот именно на этом месте. И ясь попадался тоже. Короче, разодорил меня. Пойду пройду все по донкам, по всем. Проверю. Понасажу по одному червю. Мало ли, яська еще хапанем под утро. Рано еще, ребята, 4,5. Спать да спать только. Только природа, он проснулась, все виннее. Чуметь, блин. Смотрите, ребята, аж на двух сидят. Вчера вот они не секлись почему-то. А сегодня на двух. Такая рыба, ребята, елец. Не знаю почему. С утра
Или то, что черви уже кусочки остались, обглодались, наверное. Она вот, наверное, вот на такую хрень и клювала. Наверное, на кусочки просто и клювала, и тут уже подсеклась. Часик, друзья, повалялся. Не могу спать. Будем вставать. Потихоньку поставил. Печка уже у меня... Короче, 3 брикета всего, ребят, я спалил. Запалил... нет, обманываю. 3 я сразу закинул, и еще 1 закинул. Вон, печка до сих пор горячая. Я полностью закрыл, поддувало. И так всю ночь. Вообще кайф был. Даже окно открывал. Окно открыто было. Ну и в спальнике таком, ребят, вообще красота, блин. Че я раньше, блин, мучился столько времени. Вот это я понимаю. Залез там, все, развалился, я разделся, блин, круто. Короче, балдею, ребят, четко. На спальничке тоже ссылочку оставлю. Недавно приобретал. Вот первый раз взял. 2 спальника взяли себе и супруге. Так что сейчас будем гонять. Будем отдыхать. Можно печку не топить, спокойно вон спать. Как и обещали, ребята, с утра вот выскочило солнышко. 4, 5, 6 и все. 6:30 вот уже его затягивает. Сегодня как будто дождь обещают. Хрен знает. Погода такая. Я бы, конечно, на вторую ночку остался даже, ребят. Что, дрова есть, еда есть. Вчера толком ничего не ел, блин. Можно было подвигаться. Но опять же, целый день тут нечего делать днем. Если чем-то заниматься другим. А так нормально. Нормальная рыбалка получилась. Короче, елец, ребята, вышел рано утром. Ну и поклевки были с 9 до 11. Все такие бодрые. 3-4 мелких попало, отпустил. В общем, ну и вот пока самый, ребята, крупный сезона. Вот такой под килограмм будет. Сегодня пожарим. Все, собрался. Ну все, ребят, мотор греется. Сегодня было холодно. С 3-го раза даже завелся. Так-то обычно с 1-го. Прохладно. Собрался, ребята. Все. Выезжаю домой. Вот такая рыбалка. По пололодью. Ну, поклевку увидели, ребята. Уже хорошо. Вот такой налим, ребят. Я не знаю. Не успевает вырастать, походу, потому что прессинг хороший. Вот последние 3 года вот не видели на римах. Не знаю, что происходит. Что зимой, что осенью, что весной. Но все же, ребята, сезон в разгаре. 2-я рыбалочка. Круто, круто. За мной, как всегда, максимально чисто. Выезжаю. У нас, ребят, скоро 100 тысяч подписчиков.
70% смотрят без подписки, аналитика показывает. Братва, давай нажмем кнопочку, поддержим. Ну и увидимся. Все, я погнал. Все, согрелся. Отходим. Все, давай местечко. Было круто.